Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто очень-очень хочет вернуться в вашу жизнь? Вернется ли этот человек? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вас вообще-то красиво показали. Вас показали как фея. Фея, вот такие крылышки у вас, видите, как сердечки. Какая вы необычная, какая вы уникальная. Вы знаете, вы действительно как добрая фея, как прекрасный ангел. Вот с кем бы вы ни встречались на протяжении всей своей жизни, какие бы люди ни попадались на вашем пути, эти люди рядом, либо люди были и ушли, вы для всех, волшебница, добрая волшебница. У всех просто самые замечательные впечатления и воспоминания о вас. Люди благодарны судьбе за то, что им выпало такое счастье познакомиться с такой уникальной женщиной и искупаться в лучах вашей просто целительной энергетики. Вы действительно непростой человек, очень непростой. Вы влияете на жизни и на судьбу тех людей, кто оказывается в вашем поле, в вашем пространстве. Возможно, вы этого не замечали, но это так и есть. И песочек очень четко нам это показал. У нас был вопрос один, а песочек вот прям показал на вас. Вот обратил внимание именно на вашу редкость, уникальность и ваши волшебные свойства и качества. Мои хорошие, вы нужны этому миру, вы нужны людям в этом мире. Никогда не сомневайтесь в себе и никогда не думайте о себе плохо. Вы феечка, добрая феечка, очень теплая, очень положительная, прям такая лучезарная. Это вы, это про вас. Так. Кто хочет вернуться в вашу жизнь? Но здесь я четко вижу троих. Один из них на коне. На коне. Это мужчина. Мужчина. Ну, я так понимаю, что он уже в пути. Он уже в пути к вам. Он не только хочет, но он и вернется в вашу жизнь. Немножко про этого мужчину. Этот мужчина очень неспокойный. Обладатель дурного характера. По крайней мере, таким он был раньше. В прошлом таким был. Этот мужчина либо отверг вашу любовь, либо, может быть, вы помочь ему хотели, а он своевременно не принял вашу помощь, отказался, отмахнулся. Да. Он вас обидел. Он вас обидел. Может быть, вы и не чувствуете обиду. Да, вы добрый человечек, да, вы не привыкли обижаться. Но мужчина вот четко у него в голове то, что он негодяй и то, что он вас обидел. Долго его не было, долго он был в каких-то странствиях, много людей повидал, много разных ситуаций пережил, как плохих, так и очень хороших. Но где бы он ни был, что бы с ним ни происходило, он ни на день, ни на час, ни на минутку не забывал о вас, о том, что поступил с вами плохо, о том, что вас обидел. Чем больше времени между вами проходило, тем больше совесть давила и душила этого человека. Знаете, у кого-то прям отыграется, что до мужчины дошло, что именно вас и только вас
он по-настоящему любил. И только с вами был по-настоящему счастливым. Либо мог бы стать по-настоящему счастливым. Вот. А у кого-то отыграется, что это ваш близкий человек, родственник, возможно, который отверг вашу любовь, вашу заботу, ваше благородное желание помочь. Такой, знаете, горделивый, напыщенный парнишка, да, походил по миру, посмотрел, тумаков кучу получил, шишек кучу получил, вот теперь понимает, какая же вы были хорошая, как хорошо вы к нему относились, как по-настоящему преданно любили. Да, может быть, это ваш брат, может быть, и сын у кого-то отыграется. Понимаете, вот близкий человек. Вот на коне во весь опор мчится к вам обратно, чтобы извиниться, чтобы выпросить, вымолить у вас прощение, чтобы вы позволили вернуться и быть рядом с вами. Если мы говорим о родственниках, я думаю, что вы возражать не будете. Вы добрая, вы всех прощаете. И, конечно же, простите этого человека и позволите быть рядом с собой. Если мы говорим о любви, да, это какой-то бывший возлюбленный, бывший муж, возможно, у кого-то отыграется, то здесь немножко по-другому идет. Здесь я вижу, что вы простить-то простите, а вот назад, скорее всего, не примете. Все-таки, девочки, гордость, она у вас есть. Она у вас есть, и вы, девочка умная, вы не будете второй раз на те же грабли наступать. И, в принципе, да, умеете отстаивать свои границы и защищать свое пространство. Во второй раз вы на его эти уловки, удочку не клюнете. Даже если он поменялся, даже если он совсем стал другим. Вы тоже поменялись, и вы тоже стали другой. Знаете, вы как прекрасная роза, у которой выросли шипы, да. Знаете, когда к вам с сердцем, с добротой, вы же всегда готовы принять. А вот если вас обидеть, вы долго будете помнить. И второй раз уже такую ошибку не допустите, да, не позволите, чтобы вас обижали. Да, вот такая вы с опытом, умудренная жизнью женщина. Так, ну что ж, мужчина приедет, будет проситься, будет вам тут грустные истории рассказывать, слезы лить, сопли на кулак наматывать. Ну, а вы послушаете, вынесете свой вердикт. Ну, я так понимаю, простите, да, но скажете, вот, Бог, а вон порог. Да? У меня уже своя жизнь, у меня уже свои интересы. Давай, расстанемся друзьями. Вот. Вы-то, конечно, это переживете, а вот мужчина нет. Нет, девочки будут до последнего своего дня, до последнего своего мгновения думать о вас, ругать себя, что упустил такую женщину, как вы. Он без вас счастливым не будет. Вот с кем бы он там ни был, хоть там с какой-нибудь царицей, принцессой, не знаю, там женщиной-президентом, неважно. Вот ни с кем счастлив не будет, так как мог быть счастлив с вами. Вот, и всю жизнь себя будет за это ругать. У меня аж свеча потухла. Так, ну да, подтвердила. Это конец истории. С одной стороны, ваш реванш, да, что мужчина все-таки приполз, попросил прощения, а с другой стороны, вы уже умная. Вы его не примете обратно. Да, как говорят, дорога ложка к обеду. Так, с любовью разобрались, идем дальше. Здесь у меня женщина вышла, женщина. Ну, я так понимаю, что это какая-то ваша подружка. Подружка, может быть, и родственница, но больше похожа на подружку. Причем подружка, с кем вы давным-давно не виделись. Может быть, вы в детстве дружили, там, по соседству жили, в одну школу ходили, может быть, там в институте дружили, работали, может быть, вместе какой-то период. Вот. Эта женщина, она вас любит. Ой, как любит. Вы, ну, скажем так, самый настоящий и единственный друг в ее жизни.
Вот. Чем старше она становится, тем больше она это понимает, ощущает. И у нее сейчас такая ситуация, когда ей особо нужен друг, особо нужна поддержка, вот с кем поговорить, с кем посоветоваться. Девочки, она вас ищет. Она вас ищет, причем, я так понимаю, давно ищет. Вот, безрезультатно. Но судьба ей улыбнется. И появится возможность вот найти вас, с вами поговорить. Я так понимаю, что дружба ваша возобновится. Но дружба больше будет как по связи. То есть телефон, интернет, да, всякие там соцсети, мессенджеры, да, будете с ней часто общаться, разговаривать. Вы ее тоже любите, вы ее тоже помните. Вам она, приятна была. Вам, кстати, тоже не помешает с кем-то поговорить, да, что-то обсудить. Хорошие идут отношения. Она вам, кстати, будет что-то постоянно отправлять, какие-то посылочки, какие-то подарочки. Может, она на земле живет, да, может, у нее там свое хозяйство есть. Будет вам там отправлять фрукты, овощи, может быть, там мясушка домашняя. Приятная идет. Вернется, и ей хорошо будет, и вам будет очень хорошо. Кстати, вы для нее как гуру. Вот она вас считает самым умным человеком из тех, кого она знает, из тех, кого она в жизни встречала. Для нее каждое ваше слово на вес золота идет. Вот так вот она к вам относится. Вот все ее близкие люди, там дети, там, не знаю, мужья, там, родственники, все же про вас знают. Все. Она всегда про вас говорит. И знаете, это говорит с восхитительным тоном. Говорит: ой, вот, а моя бы подруженька вот такое-то сказала бы, да, либо так-то говорила, либо такие-то советы давала. Вот. Там вас все знают. Там, где она живет, вас все знают. Все про вас знают, какая вы умная, какая вы замечательная. Так, еще один персонаж. Но здесь как пара идет. Пара, два человека. Может быть, муж с женой, может быть, там брат с сестрой. Может быть, как мать и ребенок, или отец и ребенок. Вдвоем, они вдвоем. Вот эти люди, они вас хотят за что-то отблагодарить. Отблагодарить, отдать, передать. Смотрите, у одних отыграется, что вам наследство осталось, и эти люди вас разыскивают, чтобы вам передать это наследство. У других отыграется, что эти люди вам за какую-то помощь, за какое-то участие, за что-то очень-очень благодарны. И, может быть, не было возможности, либо как там в свое время не сообразили, да, а теперь хотят вас найти, чтобы выразить вам свою признательность и сделать для вас действительно подарок. Вот. Они к вам очень хорошо относятся, очень хорошо. Ищут вас через какие-то службы. Не интернет, не какие-то там знакомые, а какие-то службы. Не знаю, как это может быть, но куда-то они запросы подают, чтобы вас найти. Какие-то, может быть, органы, не знаю, может быть, какие-то бюро розыска. Не знаю, есть ли сейчас такое. Но вот где-то они ищут через какие-то учреждения, через какие-то службы они вас ищут. Вот, обязательно вас найдут. Обязательно. Если дело касается наследства, для вас это будет, конечно, шок. Шок абсолютный. Вы не ждете никакого наследства. У вас даже в мыслях нет в голове, что кто-то вам может оставить наследство. Наследство там неплохое. Неплохое. И прям у кого-то даже очень неплохое. Приятно, очень приятно будет. Вот. А если это благодарность, вы этих людей знаете. Вы знаете этих людей. Вы поймете, за что они вас благодарить хотят. Вот, тоже будет очень приятно. Хоть вы и не ждете благодарности, хоть вы и не ждете подарков, но тем не менее будет очень и очень приятно вам. Вот, найдутся. Обязательно найдутся. Так, еще пару моментов. Здесь вы на кого-то недавно произвели просто какое-то невероятное впечатление. Это мужчина в очках и волосики. Что-то у него с волосиками. Либо совсем нет волосиков, либо мало, да, такое озерцо у него приличное, и там чуть-чуть с затылка там какие-то вот пучочки такие растут.
Ой, как же он вами впечатлился, боже мой. Вы его просто ослепили своей красотой, ай, своей изысканностью, своей воспитанностью, да, своими манерами. Боже, он просто ходил как по голове ударенный несколько дней, в себя не мог прийти. Но мне почему-то идет, что это какой-то, ну, может быть, служащий банка, может быть, это, не знаю, там продавец, либо доктор, может быть, да, вот на кого-то произвели просто невероятное впечатление. Вот. И человеку очень-очень хочется вас найти, очень хочется быть в вашей жизни, но причины нет, повода нет, понимаете? Но что он сделает? Ну, допустим, у служащий банка, вот как он вас найдет, как он к вам подойдет, что он вам скажет? Девушка, вы знаете, вы на меня такое впечатление произвели, что я вот спать и есть не могу, только о вас и думаю. Вот. Тем более он очень критически относится к себе. Да, может быть, он и не свободный. Ну, есть у него там то ли шоры, то ли действительно какие-то блоки, запреты. Но прям думает о вас. Знаете, прям как загадывает, да, либо к высшим силам обращается и говорит: пожалуйста, приведите ее еще раз ко мне. Я так хочу ее увидеть, я так хочу с ней поговорить. Да, запомнить ее образ. Вот чего ему хочется. Ну, прям взорвали мозг мужику. Ну, как же так, девчонки? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вы вон живете спокойно, улыбаетесь, а мужик, он страдает, мучается. Да, такое в жизни тоже бывает. Так, еще момент. Кто у меня бабушка? Кто у меня бабушка? Вы знаете, что ваш внук, либо внуки прям плачут, просятся, чтобы к вам очень хотят. Вот, либо, может быть, на каникулы поехать, приехать. Очень хочется вот с вами побыть, с вами хочется. Вы ведь такая внимательная, вы ведь такая добрая, вы всегда его выслушаете, и там пожалеете, посоветуете, подскажете. У вас терпение, ну просто целый вагон и маленькая тележка. Очень внуки за вами соскучились и очень хотят вот к вам, прям просятся у своих родителей, говорят: все, вези меня к бабушке. Не хочу, и не буду здесь, к бабушке хочу. Да, ну тут встреча 100% будет. Так, и еще... Ну, это какой-то не очень приятный момент, но я все равно про него расскажу. Ну, как попрошайка человек, попрошайка, вымогатель, обманщик, мошенник. Кто-то у вас что-то брал, кто-то пользовался вашей добротой, может быть, даже как-то использовал вас в своих целях. И теперь этому человеку хочется еще раз вами попользоваться, да, либо что-то у вас попросить, выпросить. Но вот человек считает вас безотказной, считает, что вам можно всякую ересь в уши налить, и что вы совсем согласитесь, да, либо не станете проверять. По доброте душевной все отдадите. Мои хорошие, берегитесь, берегитесь. Понятно, что добрым человеком быть просто замечательно, но знаете, что есть и такие ушлые люди, которые могут этим пользоваться. Не могу сказать, мужчина или женщина, но вижу, что человек, знаете, уже какие-то планы строит, да, придумывает историю, с чем бы к вам подойти и как бы вас, например, на деньги развести, либо как бы у вас что-то выцыганить, да, выпросить. Будьте поаккуратнее. Вот действительно, я вижу, что вы добрая, вы ничего не жалеете. Если у вас попросить, вы все дадите. Но в данном конкретном случае человек мошенник и обманщик, да? Работать не хочет, лениться, вот как легкую наживу ждет. Вот будьте поаккуратней. Будьте поаккуратнее и доверяйте своей интуиции. Вот ваша интуиция вас никогда не обманет. Видите, что человек привирает. Ну так делайте правильные выводы и не дайте себя обмануть. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.